Если человек, например, интересуется в целом историей Поволжья, этнопроблематикой, а я как бы интересуюсь всеми этими областями, здесь, конечно, знание и татарского, и других местных языков, конечно, очень помогает. Но на самом деле ситуация с критикой преподавания татарского языка, мне кажется, она имеет такую достаточно интересную природу. Вот у нас в стране много народов, да, и если взять там национальный вопрос и посмотреть все основные народы страны, никто практически недоволен своим положением. То есть все, как правило, считают свой народ в чем-то обиженным, уязвленным и видят, что вокруг творится какой-то заговор и так далее, да, и нужно там бороться за права. То есть народов, которые были бы довольны всем, вы не найдете. То есть русские недовольны тем, что преподавать татарский заставляют. Татары чем-то своим недовольны, чуваши там чем-то своим недовольны. Да кто угодно, там осетины, ингуши, удмурты, марийцы, все практически народы чем-то недовольны. И понятно, что вот это недовольство, это какая-то проекция исторических травм, может быть, которые были в прошлом. Это негативный опыт исторический какой-то есть. И вот люди пытаются выразить вот это недовольство по каким-то конкретным поводам. И вот в нашем случае здесь в Татарстане подвергается критике общеобязательное преподавание татарского языка, что русский школьник не должен сидеть и учить этот якобы ненужный ему язык. Возможно, не хватает сейчас на данный момент татарскому языку пособий, которые бы прививали сразу разговорную речь, не грамматику, не какие-то отвлеченные обороты. Это прекрасно чувствуется и в средней школе. Все эти проблемы прекрасно всем известны, да, то есть где недостаточно разговорной речи, где-то формальный подход. Вот тот негативный пласт разговоров о преподавании татарского языка, который есть, он на самом деле идет от способов донесения, а не от самой проблемы. Я думаю, что ни для кого эти проблемы не секрет. Поиск их решения активно идет. Появятся и хорошие учебники, которые позволят учить татарский язык, начиная от первоклашек до уже взрослых людей, которые хотят выучить. Появится у нас, возможно, лингвистический туризм в каких-нибудь районах Татарстана, где татарская культура сохранилась и преобладает. Ездят же люди на Мальту учить английский язык, а почему не может быть внутренний лингвистический туризм, и люди бы в районах зарабатывали на этом, а приезжающие поучиться языку обогащались бы и культурой, и новыми связями, и представлениями о жизни, о мире. Государство, Республика Татарстан уже сделало и так достаточно, чтобы создать базу для всеобщего преподавания, для того, чтобы язык не просто выживал, а для того, чтобы он развивался. Делать какие-то дополнительные стимулирования, вроде прибавки к зарплате, я думаю, что кроме негатива ничего это не вызовет в обществе, потому что это создаст неравные возможности. Собственно, сама идея преподавания татарского языка всем, кто живет в Республике Татарстан, она направлена на формирование равных возможностей. То есть вот здесь будет маленькая нестыковочка между способами и вот той идеей, которая лежит в основе.